дела с домашним заданием? Ну, в принципе, я закончил, я думаю, что мне уже пора идти домой. Ну, во-первых, мы еще не проверили твое домашнее задание. А во-вторых, ужин почти готов. Ну и ты просто не имеешь права сейчас уйти. Запиши-ка два новых слова. Айып – стыд, стыдно. И эдепсес – невоспитанный. Ну, знаешь, я в принципе останусь, но при одном условии. То, что вот эти слова не будут применяться в мой адрес. Вадейтем – обещаю. Или сёсберем – даю слово. Селям алейкум, аркадашлар, мы продолжаем наш путь к освоению крымско-татарского языка. И перед тем, как двинуться далее, давайте посмотрим, насколько хорошо вы усвоили предыдущий материал. Смотрим правильные ответы домашнего задания. Первое задание. Биринчи вазифе. Переведите на крымско-татарский язык и запишите. Кырым-татар тіліне тәржіме етіңіз ве языңыз. Я, мен, ты, сен, вы, сіз, живу. Яшайм, живешь, яшайсың, живете, яшайсыңыз. Я живу, мен яшайм, ты живешь, сен яшайсың, вы живете, сіз яшайсыңыз. В городе, шеерде, в селе, кöyде. Второе задание – экінші вазифе. Добавьте и запишите подходящий аффикс. Келішкен аффиксны қошып языңыз. Мен яшайм, сен яшайсың, сіз яшайсыңыз. Мен койде яшайм. Мен шеерде яшайм. Сен койде яшайсың. Сен шеерде яшайсың. Сіз койде яшайсыңыз. Сіз шеерде яшайсыңыз. Третье задание. Учинчи вазифе. Переведите предложение на крымско-татарский язык. Джумлелерні қырым-татар тіліне тәржіме етіңіз. Ты живешь в городе? Сен шеерде яшайсыңмы? Вы живете в селе? Сіз койде яшайсыңызмы? Я живу в Алуште. Мен Алуштада яшайм. Я живу в Алупке. Мен Алупкада яшайм. Ну что, ни одной ошибки. Я молодец. I'm a champion. Айды, мақтана берме, чемпион. Я знал, что ты на это скажешь что-то новенькое, поэтому давай я лучше запишу. Мақтанмак – хвалиться, хвастаться. Айды, мақтана берме, перестань хвалиться. Я просто радуюсь, что все получилось. Слушай, если у тебя все так хорошо получается, может тебе стоит брать что-то дополнительно? Например, учить стихотворение. Шиир. Ну, можно небольшой фрагмент. Я думаю, договорились. Мне кажется, чтение только ускорит процесс. Воды и тесынмы? Все сберем. А теперь скажи полностью. Я обещаю выучить стихотворение. Учить эзберлемек. Угу. Шир эзберлемеге, все сберем. Впечатляет, молодец. А теперь давай продолжим тему сингармонизма. Итак, аркадашлар, мы с вами помним, что особенностью крымско-татарского языка является подчинение аффиксов законам сингармонизма. На предыдущем занятии мы рассмотрели первое правило сингармонизма – созвучие слогов по мягкости и твердости. Чтобы правильно применять это правило, мы ознакомились с классификацией гласных звуков на твердые калын и мягкие инже. Повторим их. Калын созуклар – твердые гласные а, о, у, и. Инже созуклар – мягкие гласные и, ü. А теперь вспоминаем правила и приведем примеры по мягкости и твердости. Рушен? Если последний слог корня мягкий, то все последующие аффиксы составляются только мягкими слогами. Сагал Рушен. Например, шеер лер де. Кой лер де. Это созвучие слогов по мягкости. Если последний слог корня или основы твердый, то все последующие аффиксы составляются твердыми слогами. Айше, с тебя примеры. Например, ватан даш лар В корне слова и в словообразовательном аффиксе даш, и во всех последующих аффиксах только твердые гласные звуки. Это созвучие по твердости слогов. Сегодня рассмотрим правила губного и негубного созвучия. А для этого мы должны знать классификацию гласных звуков на дудаклы – губные и дудаксыз созук сеслер – негубные гласные звуки. Губные гласные звуки – о, у, ü. Негубные гласные звуки – а, и, э. При произношении губных гласных о, и у, ü губы округляются и вытягиваются. Произнесите эти буквы и проследите за движением ваших губ. О, у, ü. Действительно, с губами что-то происходит. Именно поэтому их и называют губными гласными звуками. А правило губно-негубного созвучия звучит так. Если односложная основа слова содержит губной гласный звук, например, топ, сёс, гуль, то первый из аффиксов должен содержать
губной гласный звук, а последующие не губные гласные звуки. Например, топ, топум, гуль, гулюм, сөз, сөзум, туз, тузум, үч, üçüncü. Губная гармония распространяется в основном на два слога. В двусложных словах, где оба слога содержат губные гласные звуки, например, тузлук, дуйгу, sütlük, последующий аффикс подбирается с негубным гласным. Например, дуйгу, дуйгулар, тузлук, тузлукта, sütlük, sütlükte. Ага, значит, с губными и негубными гласными звуками все не так просто. Правила обычно действуют на два слога. Да, все именно так. К примеру, слово «топум». Эти два слога являются губными, однако третий и последующие слоги не будут губными. Правило перестает работать. Например, «топумны бер» – «дай мой мяч», «гулюмны ал» – «возьми мой цветок», «сёзумны больме» – «не перебивай» и так далее. А вот, к примеру, друг – это дост, это односложная основа. А если мы прибавим аффикс принадлежности, получается мой друг – достум. Верно, все именно так. А теперь скажи у друга. Достум да? Видишь, два первых слога являются губными, однако третий не губной, и следующие слоги будут также не губными. А если мы берем в гостях у нашего друга, то достум изда мусаферликте, правильно? Да, все именно так. Машалла. Это надо запомнить и выполнять упражнения с примерами. А теперь давайте разучим цифры и числа. Енді ракамларны ve sayılarını öğreneyik. Повторяйте. Tekrarlаңыз. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. А для того, чтобы продолжить счет, нужно произнести 10, а уже потом единицы. Например, он бір, он екі, он уч, он дорт, он беш и так далее. Ну что, запомнил? Давай проверим. Не скажу, что запомнил, поэтому буду подглядывать. Я буду показывать на пальцах, а ты произносить. Эки 2. Беш 5. Молодец. Уч 3. А как будет 13? Помнишь, сначала десятки, а потом единицы. Он уч 10 и 3. Молодец. Ну раз ты такой умничка, то давай читай дальше до 20. Он дёрт, он беш, он алты, он еды, он секис, он духус. А вот как было 20 мы не изучали. Şimdi beraber onar sayayık. Давайте изучим десятки, повторяя вместе. 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100. Обратите внимание, сотни образуются прибавлением к единицам слова «yüz». Келіңіз yüzlerini öğreneyik. Давайте изучим сотни. 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900 и 1000. 1000. Эту информацию надо просто запомнить. Вот вам таблица, сделайте скриншот и изучайте. В таблице приведены единицы, десятки и сотни. А теперь будем учиться по-взрослому. Я буду класть купюры на стол, а ты будешь их называть. И если ответ будет верным, то деньги твои. Но если ты ошибешься, то останешься ни с чем. Ну хорошо, поехали. Юз. Эки юз. Хорошо. Уч юз. Дёрт юз. Беш юз. Молодец. Алты юз. Еды юз. Секис юз. Машалла. Дохус юз. И последнее. Он юз. А вот и нет, будет бин. 1000, а не 10 сотен. Я просто поторопился. Но зато этот урок ты запомнишь навсегда. А теперь давай послушаем диалог с числами.
Сен қаш yaşındasın? Мен 18 yaşındам. Ya siz kaç yaşındasınız? Мен 25 yaşındam. Алим kaç yaşında? Алим 33 yaşında. Ознакомимся с порядковыми числительными. Сыра сайыларнен таныш олайық. Порядковые числительные образуются при помощи количественных числительных и аффиксов. Инджи, инджи, унджу, унджу. Необходимо отметить, что аффиксы нджи, нджи присоединяются к числительным, которые заканчиваются на гласный звук, а все остальные аффиксы к числительным, которые заканчиваются на согласный звук. Бр, баранджа, эка, эканджа, уч, учунджа. В слове «уч» мягкий знак смягчает твердую гласную, поэтому аффикс присоединяется с мягким гласным звуком. Уч, учунджа. Продолжаем. Дорт, дортынджа. Беш, бешінджа. Алты, алтынджа. Еді, едінджа. Секіз, секізінджа. Доқыз, доқызынджа. Он, онынджа. При выборе аффикса опираемся на правила сингармонизма. Ну что ж, Рушен, на каком курсе ты учишься? Экинджи курста. А какой по счету урок сегодня? Урок дерс. Алтынджи дерс Айше. А для того, чтобы ты не забыл все, что мы сегодня изучали, домашнее задание на следующее занятие. Первое задание. Бырынджы вазифе. Переведите на крымско-татарский язык и запишите. Кырым татар тіліне тәржіме етіңіз ве языңыз. Второе задание. Экінжі вазифе. Напишите подходящие цифры к числительным. Сайларға келішкен рақамларны языңыз.